Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Таджикские солдаты, проведшие полгода в плену у талибов, освобождены Катаром. Встреча Каримова и Пан Ги Муна, экстремизм, наркотрафик, проблемы Аральского моря и ни слова о нарушении прав человека. В Кыргызстане скончалась женщина, которая в военные годы приютила 150 детей блокадного Ленинграда. Переговоры Гурбангулы Бердымухамедова с генеральным секретарем ООН на фоне усиления воинского контингента на границе с Афганистаном. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун завершил турне по Центральной Азии. Последними посещенными странами региона стали Узбекистан и Туркменистан, которые эксперты называют самыми проблемными в регионе с точки зрения соблюдения прав человека. Поздно вечером в Ташкентском аэропорту Пан Ги Муна встретил премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев. Уже на следующее утро глава ООН встретился с Исламом Каримовым в его резиденции Коксарой. Основной темой обсуждения двух руководителей стала проблема Аральского моря и усилий Узбекистана по смягчению последствий экологической катастрофы. Глава ООН пообещал помочь мобилизовать международное сообщество для совместной борьбы с обмелением Арала. Кроме этого, Каримов и Пан Ги Мун обсудили вопросы региональной безопасности, проблемы водных и энергетических ресурсов, борьбу с наркотрафиком и экстремизмом. Однако главное, чего ожидали от этой встречи, это обсуждение соблюдения прав человека в Узбекистане. Но именно в этом вопросе генеральный секретарь ООН был крайне осторожен. Так он заявил, что Узбекистан добился успеха в деле ликвидации детского труда в хлопковой отрасли, но сегодня нужны дальнейшие шаги для решения проблемы мобилизации учителей, врачей и других лиц на сбор хлопка. Также, по словам Пан Ги Муна, узбекские власти должны предотвращать случаи негуманного обращения с заключенными. Случайно или нет, но именно в этот день информагентство Фергана опубликовало статью, из которой следует, что никаких успехов в ликвидации принудительного труда Узбекистан не добился. 55-летняя Зухра Кабилова по распоряжению директора школы, в котором она работала, была отправлена на трассу Ташкент-Ош, чтобы принять участие в принудительной уборке территории. Пока женщина искала свой участок для работы, ее насмерть сбил автомобиль. Это произошло в 10 утра, как раз в разгар рабочего дня, когда она должна была находиться в школе, а не на уборке трасс. Как оказалось, в городе Ангрене, где жила Зухра, коммунальное хозяйство уже давно бездействует. Дворниками выступают бюджетники из школ, больниц и лицеев, в которых отряжают директора убирать городской мусор, не платя им за это ни гроша. Усугубляет ситуацию то, что женщина была единственной кормилицей в семье, состоящей из мужа-инвалида и 100-летней свекрови. Сомнительно, что генсек ООН читал об этом случае, ведь в это время он с экскурсией посещал Бухару и ее древние памятники. Ну а после ознакомления с узбекскими достопримечательностями генсек вылетел в Ашхабад, где накануне его визита Гурбангулы Бердымухамедов объявил о государственной милости. 360 человек получили гражданство Туркмении. Правда, неясно, почему рядовое событие так высоко было преподнесено Аркадаком. На встрече главы Туркмении с Пан Ги Муном Бердымухамедов предложил создать в Ашхабаде региональный центр ООН по разоружению в Азии. Генеральный секретарь приветствовал решение правительства страны учредить офис омбудсмена по защите и развитию прав человека. Пан Ги Мун также приветствовал принятие национальной стратегии по борьбе с изменением климата и плана по переходу к зеленой экономике. Однако за время пребывания Пан Ги Муна в Ашхабаде ни он, ни другие члены делегации Организации Объединенных Наций так и не подняли вопросы о незаконном сносе в Ашхабаде целых пригородов, которые, по мнению Гурбангулы Бердымухамедова, испортят впечатление гостям города на предстоящей Азиаде 2017 года. Как повлияет визит Пан Ги Муна в Центральную Азию на дальнейшую ситуацию в регионе? Интервью журналиста и эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова. Вы знаете, я не испытываю оптимизма по поводу влияния визита генсека ООН нынешнего на ситуацию в Центральной Азии. Сошлюсь на самого генсека, который сказал, что когда в последний раз, что за время, прошедшее с его последнего визита 5 лет назад в регион, ситуация там ухудшилась. Он имел в виду в первую очередь ситуацию с правами человека. И я не думаю, что этот визит, нынешний, по всем 5 государствам региона, сможет каким-то образом повлиять на ситуацию в лучшую сторону. Заключенных, посаженных по делу 25 ноября 2002 года, усилия международного сообщества, правозащитных организаций, лидеров, европейских депутатов, добивающихся от президента Бердымухамедова хоть какой-то информации о том, живы они или нет,
Все бессмысленно. Никто не знает, ни родственники, ни адвокаты, ни врачи, живы они или нет. Я имею в виду та попытка так называемого покушения на президента Ниязова, что случилось 25 ноября 2002 года. То же самое во время визита Пан Ги Муна в Киргизию, на юг Киргизии, в Ош, в те самые дни, когда там отмечались 5 лет со дня трагического кровопролития на юге Киргизии в июне 2010 года. Пан Ги Мун призывал к соблюдению справедливости, к справедливому судебному расследованию, к наказанию виновных. Но ВОЗ поныне там, те люди, которых несправедливо обвинили в ужасных преступлениях, есть свидетельство того, что это неправда. Судебное следствие никак не может сдвинуть дело с мертвой точки, потому что боится эксцессов. Так что я печально смотрю на эти перспективы. Пан Ги Мун здесь ничего не может сделать. Между тем, в Туркменистане в военные комиссариаты поступили закрытые указы о продлении весеннего призыва на месяц до 25 июля, а также о том, что большинство новобранцев сразу же направляется на службу в Кушку, то есть границы Афганистана. Между тем, хроника Туркменистана сообщает, что непосредственно у границы с Афганистаном сосредоточены подразделения хорошо вооруженных контрактников, состоящих в основном из лиц славянской внешности. Кто они? Частные наемники, нанятые Туркменистаном, или приглашенные военные из другой страны? Но какой? Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. На востоке Казахстана, в городе Семей, шквальный ветер оставил без света и воды почти 100 тысяч человек. Повалены деревья, подтоплены городские улицы, снесены кровли домов и обесточена водонасосная станция. Очередной ураган на юге Кыргызстана снес крыши 63 домов, спровоцировал сход селевых потоков, подтоплен ряд домов. Кроме того, подпитанные ливнем реки снесли 3 моста, разрушена часть дороги Ош-Баткен-Исфана. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало. Европейский инвестиционный банк выделит 70 миллионов евро Таджикистана на реализацию таджикистанского участка проекта ЦАСа-1000 по передаче электроэнергии из стран Центральной Азии в Афганистан и Пакистан. В Бишкеке семье, в которой родилось сразу 4 детей, вручили ключи от двухкомнатной квартиры, подарка президента республики. Между прочим, детей родители назвали в честь президента, спикера парламента, премьер-министра и мэра столицы. Изобретенный казахстанцами ветродвигатель «Чингисхан» попал в полуфинал американского технического конкурса, в котором принимают участие изобретатели и предприниматели из 86 стран мира. Юлообразный ветродвигатель имеет очень много преимуществ перед обычными ветряками, способен вырабатывать энергию даже при самом малом ветре. Продолжаем выпуск. Министерство иностранных дел Катара сообщило, что им путем дипломатических переговоров с афганскими талибами удалось договориться об освобождении 4 таджикских заложников, солдат, которые были захвачены боевиками в декабре на таджикско-афганской границе. Таджикские пограничники были взяты в заложники талибами еще 19 декабря 2014 года в лесополосе у пограничной реки Пянж при сборе хвороста. Первоначальные переговоры с боевиками об освобождении прошли безрезультатно. После солдат увели вглубь территории Афганистана. Родители узнали о пленении их детей-новобранцев только после того, как солдаты сами отзвонились домой, передав условия похитителей для их освобождения. Почти полгода родители обивали пороги чиновников, получая заверение в том, что делается все возможное. Исходя из принципов гуманизма и по личному распоряжению эмира Катара Тамима бин Хамада бин Халифа Аль-Тани удалось договориться об освобождении таджикских солдат. Пока неизвестно, когда именно ребят привезут в Таджикистан. Между тем стали известны подробности смерти Фирдавса Рахматова, таджикского новобранца, убитого сослуживцами через месяц после призыва в армию. По словам военного прокурора Сагдийского гарнизона, солдат-срочник Рахматов скончался в результате избиения со стороны 2 сержантов и 1 рядового. Таким образом, подтверждается, что изначально Министерство обороны планировало все списать на тепловой удар и слабое здоровье самого парня. Однако родители и СМИ сумели привлечь внимание общественности и не допустить этого. Только публикация фотографии мертвого тела солдата с явными следами избиения вынудила военное ведомство раскрыть подробности инцидента. Прокурор вынужден был признать, что 7 июня этого года, приблизительно в 15 часов, сержанты Раббани Салаймонов и Камрон Храхимов, а также рядовой Айом Назаров избили рядового Фирдавса
Рахматова. Установлено, что удары были нанесены в область груди и шеи, в результате чего Рахматов задохнулся и скончался в течение 10 минут. Через 1,5 недели, в конце июня, после долгого охлаждения отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, состоится долгожданная встреча Таджикско-Узбекской межправительственной комиссии. На повестке дня широчайший круг вопросов, начиная от возобновления прерванного еще в 1992 году авиасообщения между Душанбе и Ташкентом и заканчивая полной отменой виз между гражданами двух стран. Поговорив с таджикскими и узбекскими экспертами, мы попытались понять, какие принципиальные позиции разделяют соседей, на какие уступки должны пойти стороны и есть ли надежда на улучшение отношений. С Узбекистаном у нас, в принципе, не очень плохие отношения. У нас все идет потепление, и, наконец-то, после 2009 года будет первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Это уже сам по себе говорит о том, что руководство двух стран, значит, серьезно относится к этому вопросу, и там будут, конечно, решать ряд проблем. Но главное для нас это то, что мировое сообщество поддержало проект Рагуна как региональный проект, который будет служить не только Таджикистану, но и Узбекистану, и Афганистану, и Киргизстану. То есть мы даже можем от Рагуна дать энергию даже Пакистану и Ирану. И таким образом получается, что Узбекистан заинтересован в том, чтобы получить дешевую энергию, во-первых. Во-вторых, узбеки или Узбекистан в целом знают, что никакие, значит, сдерживания водных стоков не будет, потому что Таджикистан заинтересован в переработке энергии. В Кыргызстане ушла из жизни Токтагон Алтыбасарова, женщина, которая во время Великой Отечественной войны приютила 150 эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Когда началась война, Токтагон было всего 16 лет. Юную девушку выбрали председателем сельсовета, так как она была самая грамотная. В 1942 году в Киргизию стали отправлять детей, спасенных из блокадного Ленинграда. Эвакуированные прибыли и в село Алтыбасарово, и многие из детей даже не знали своих имен. Она на глазок определяла возраст малышей, давала им новые имена. Впоследствии Токтагон 44 года проработала секретарем сельсовета. Вместе со своим мужем-фронтовиком они воспитали также 8 своих детей, а также 23 внука. Всю свою жизнь она хранила как самую дорогую реликвию письма от воспитанников, которые выросли на Иссык-Куле, а потом разъехались по всему Советскому Союзу. Токтагон Алтыбасарова при жизни стала женщиной-легендой. Именно она была прообразом для памятника блокадникам и киргизам, приютившим эвакуированных в Киргизию ленинградцев, установленного в Парке Победы в Бишкеке. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.